Эксперты разных уровней обсудили предлагаемые поправки в республиканский закон о тишине. Напомним, предлагается ограничить время на шумные ремонтные и строительные работы в воскресенье и праздничные нерабочие дни. Площадкой, причем межрегиональной, для диалога стала Общественная палата Коми. Свои рекомендации по видеосвязи дали и представители других субъектов, где запреты на шум ужесточили ранее. Обсуждение в таком формате проводится по поручению заместителя председателя правительства Коми Алексея Просужих. Мнение экспертов выслушала и Ольга Коняева. Один единственный человек в доме начинает в субботу, в воскресенье ремонт, и весь дом просто страдает. Но неужели вы никогда не были в этой ситуации? И вам это нравится? Ну, мы все когда-то делаем ремонты. Обсуждение поправок вызывают споры общественности, и все же большинство экспертов согласны увеличить время на тишину, а значит и на полноценный отдых. В первую очередь это на благо здоровья. В пандемию коронавируса это вдвойне важно. Влияние новой инфекции на нервную систему установлено, и шум как психотравмирующий фактор – дополнительный повод для развития неврозов и других заболеваний. Шум при строительных работах, особенно при автодорожных работах, и вот сверхнормативный шум и вибрация доказано увеличивают риск здоровья на 25%. Как ни странно, больше всего влияет риск на сердечно-сосудистую систему. Закон о тишине в Коми действует уже 5 лет. Сейчас режим покоя с 22 до 7 утра в будни, до 9 в выходные и в обед с часу до 3. По многочисленным обращениям, в том числе к главе Коми, служба Стройжилтехнадзора предлагает увеличить время тишины, запретить шумные ремонтные и строительные работы, начиная с 7 вечера субботы на все воскресенье и в нерабочие праздничные дни. В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение. Оно будет длиться по 11 мая. Мы получили на сегодняшний момент положительное заключение от уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Коми, от уполномоченных по правам человека и ребенка в Республике Коми и от прокуратуры республики. Стражи порядка подтверждают, жалоб на шумных соседей в Коми много – 13 тысяч за прошлый год, но из них всего 2% на ремонтные работы. Потому предложение силовиков добавить в воскресный запрет и другие раздражители, например, громкую музыку или шумные посиделки. Представители ТСЖ поддерживают, им часто приходится разрешать конфликты. Мнения поступают разные – ввести режим тишины и в частном секторе, и на строительных площадках. Нужен дополнительный анализ ситуации. С этим все согласны. Дачи некоторые стоят достаточно плотно. И там работы проводятся постоянно. Но извините, представляешь, шум, который там дрова рубить, да, там резать. В выходные дни муж пришел и давай там на зиму заготавливать. Это же достаточно сильный шум. А рядом какой-то маленький ребенок. Но у него нет других вариантов для того, чтобы заготовить. Надо изучить здесь. Понятно, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Но если мы ограничим его жизнь так, что он будет тайком пилить свои дрова. У нас есть жилые дома, в которых предприятия торговли, развлекательные, да, всевозможные, да, музыкальное увлечение на местах. Да. Это же строительство или проведение ремонтных земляных работ вблизь этого здания тоже же создают неудобства. Подобные нормы тишины и покоя уже действуют во многих регионах. И, например, в Нижегородской области требования куда жестче, чем наши. Что касается объектов, на которых обеспечивается тишина и покой граждан. Это, естественно, в первую очередь многоквартирные дома, жилые дома и дворовые территории. Далее у нас идут помещения территории медицинских, образовательных организаций. Третья позиция – это садовые земельные участки. Закон о тишине, отмечают представители субъектов, стал профилактикой правонарушений. Их количество снизилось. И наши поправки – это больше не про наказание, а предупреждение споров. А еще умение договариваться и уважать друг друга. Хотя за нарушение драгоценного покоя можно получить и штраф до 4 тысяч на граждан, до 40 должностных лиц, до 200 тысяч для юридических. Исключение – новые дома, где, как правило, все делают ремонт, на что законопроектом дается 2 года. Может, как одно из предложений, все-таки сделать исключение для капремонта, капитального ремонта многоквартирных домов. Соответственно, там горят сроки, сами понимаете, да, и нужно быстрее сделать, подготовиться к отопительному сезону, если это идет замена сетей в данном доме. Совершенно правильно. Особенно вот у нас в условиях севера, где сокращенное время, где у нас начинаются быстрые дожди, собственно, и у вас также.
Все предложения передадут в службу Стройжилтехнадзора для доработки законопроекта. На этом общественное обсуждение не заканчивается. Нужно учесть мнение многих. На портале право.ркоми.ру можно проголосовать и оставить свою точку зрения. Ольга Коняева, Иван Богомолов, телеканал Юрган.